Спасибо, что остаетесь на Москве-24. Мигранты, живущие в Москве, попросили обеспечить обучение в столичных школах для своих детей. Федерация выступила за квоты для первоклашек иностранцев. Правда, как воплотить эту идею в жизнь, пока, кажется, не понимают даже ее авторы. Наш корреспондент Павел Рыбальченко продолжит тему. Экзамены, тесты, психолог – это не про подготовку к приему на ответственную работу. Через все это сегодня проходят дети при поступлении в российскую школу, независимо от гражданства. Были преграды, но потом мы прошли через все это, мы пережили это все. И мы поступили в первый класс, и мы очень рады, и мы сейчас учимся. Вот уже с 1 сентября мы учимся в первом классе. 345-й школе имени Пушкина. В Федерации мигрантов предложили ввести квоты для детей иностранцев в школах. Мера должна в том числе помочь адаптироваться не только ученикам, но и их родителям. Если небольшое количество детей иностранных граждан в классе, они прекрасно адаптируются, и помимо этого они служат еще потом хорошим мостом для адаптации родителей. То есть дети очень быстро выучивают новый язык, начинают на нем разговаривать, и уже от детей учатся родители. Это вообще очень хороший, скажем так, метод, путь для того, чтобы вообще иностранцы, не только дети, но и взрослые, адаптировались здесь, в России, к нашей жизни. Правда, как заставить механизм квот работать, пока не знают в самой Федерации мигрантов. Некоторые законодатели к идее сразу отнеслись негативно. Депутат Виталий Милонов, например, предложил вообще запретить детям мигрантов учиться в российских школах. Почему вдруг тихо и сапо решили всех детей мигрантов здесь учить? А зачем? У нас что, людей мало, что ли? Нет, никто не говорит, что нам нужно во что бы то ни стало заселить Россию мигрантами. Не надо. Мигранты где-то, может быть, кому-то и нужны, но как временная сила, как приехавшая и уехавшая, так сказать, гостевые рабочие, но не постоянные, не будущие жители России. Эксперты говорят, квота для детей в школах может дискриминировать учеников. Ведь главная проблема адаптации ребенка из другой страны – это знание языка. А Россия и без того многонациональное государство. Здесь надо, скорее всего, не вводить квоты на обучение детей, потому что каждый ребенок, независимо от того, из какой страны, он должен иметь право на получение знаний. А скорее всего, здесь надо улучшить адаптацию, работу, связанную с адаптацией данных детей. Создатели интеграционных центров уверены, вместо того, чтобы бюрократизировать учебный процесс, следует помогать детям. А это уже задача учителей, диаспор и общественных организаций той же Федерации мигрантов. Даже если введут квоту, как идентифицировать детей мигрантов? Это по гражданству или по этническому признаку? Это большой вопрос, потому что есть внутренние мигранты, например, Кавказ, есть Якутия. Если ребенок приезжает из Кавказа в Москву, он же тоже по-русски плохо знает, и он тоже попадает в квоту. Вопрос организации квот для детей иностранцев в российских школах уже обсуждали. В прошлом году на заседании Совета по межнациональным отношениям. Тогда никаких решений принято не было. Павел Рыбальченко, Маргарита Матвиенко, Москва, 24.